Что такое туберкулез и какой он бывает? Как проявляется заболевание у взрослых, детей и как избежать заражения? На эти и другие вопросы ответили врачи-фтизиатры Центральной городской больницы в рамках прошедшей прямой линии, организованной на базе общественной приемной главы Республики Коми. В рамках прямой линии специалисты рассказали о том, что такое туберкулез, как он проявляется у детей и взрослых и какие меры профилактики необходимо проводить, чтобы не заболеть им. На территории Республики Коми существует еще два противотуберкулезных, кроме республиканского, два противотуберкулезных диспансера. Это города Воркуты и города Печоры. На сегодняшний день наша туберкулезная служба по городу Инте представлена только амбулаторно-поликлинической службой. То есть ведет прием два врача-фтизиатра, один детский фтизиатр Валентина Анатольевна Захарчук и взрослый фтизиатр я, Маменчикова Людмила Михайловна. Плюс у нас существует дневной стационар и стационар на дому. То есть те пациенты, которые не могут посещать противотуберкулезный кабинет, нашу службу, мы оказываем помощь на дому тем людям, которые находятся в отдаленных районах и которые не могут по тем или иным причинам прийти в кабинет по сопутствующей патологии и получить лечение. Печорский противотуберкулезный диспансер является, это наши коллеги, которые наши кураторы. Ежегодно они к нам приезжают. Почему? Потому что решением после закрытия противотуберкулезного диспансера города Инты, решением республиканского противотуберкулезного диспансера возложена была курация на Печорский противотуберкулезный диспансер. А больные все госпитализируются в противотуберкулезный диспансер города Печоры. С почти, если мы 100% почти устанавливаем туберкулез, с дифференциальной диагностикой пациенты в легочной ткани, в бронхолегочной системе, мы отправляем в противотуберкулезный диспансер города Сыктывкара. Как отмечают специалисты, в последние годы ситуация с туберкулезом по региону стабильна. И по городу, и по республике Коми. Значит, заболеваемость по туберкулезу снижена. Смертность, заболеваемость и по республике Коми, и по Инте, она в прошлом году у нас вообще смертей не было. Больные, впервые выявленные, направляются в Печорский противотуберкулезный диспансер, где на сегодняшний день они дообследуются другими методами, которых нет в Инте. В городе Инте на нашей лаборатории, в бак-лаборатории, мы осуществляем обследование каким образом? На пациент сдает мокроту, если это заболевание органов дыхания, бронхолегочной системы, мокроту на кислотоустойчивой микобактерии туберкулеза. Вот. И плюс мы проводим бак-посев, то есть происходит посев мокроты этой, максимальное выращивание этой культуры до 3 месяцев, да, Валентина Анатольевна? Существуют другие методы обследования, такие как бактек существует. От 10 до 14 дней мы уже узнаем, он может нам сказать, что человек бацилловыделитель, и дать ответ, что к какому препарату, хотя бы одному, устойчива микобактерия туберкулеза. Существует новый метод, называемый МГМ, молекулярно-генетический метод, который тоже проводится в 3 противотуберкулезных диспансерах. На нашей базе бак-лаборатории это дорогостоящее, так сказать, обследование не проводится. Туберкулез легких может длительное время протекать бессимптомно или малосимптомно и обнаружиться случайно при проведении флюорографии, рентгена грудной клетки, постановки реакции МАНТУ. Зачастую симптомы туберкулеза легких трудно отличить от симптомов бронхита, пневмонии или ОРВИ. И очень часто у нас даже бывает, когда малые формы туберкулеза нам приходится дифференцировать с другими заболеваниями, неспецифическими, такими как воспаление легких, да? Какое-то там профессиональное заболевание. Но мы потом выходим уже на диагноз. Но этот человек жалоб не предъявляет. То есть первое – бессимптомное течение туберкулеза. В общую лечебную сеть пациенты не приходят сразу непосредственно к врачу-фтизиатру. Раннее выявление почему называется? Потому что туберкулез должен выявляться всеми врачами всех специальностей. Он должен выявляться, начиная, когда только человек переступил порог поликлиники.
Он пришел в поликлинику к любому врачу, травматологу, хирургу, неврологу, окулисту, тем более к терапевту. И они первым делом, он пришел с жалобами, допустим, со стороны глаз, на глаза жалуются. Доктор уже говорит: а вы когда последний раз проходили флюорографическое обследование? А я и не помню. Доктор смотрит, что да, он больше года не делал. Пожалуйста, идите на второе посещение, обязательно вы должны прийти с результатом флюорографического обследования. Вот если бы все доктора вот так работали по раннему выявлению туберкулеза, тогда бы у нас ни в республике, ни в России не было запущенных форм туберкулеза. Кашель в течение 3 лет, превалирующий, доминирующий симптом, кровохарканье, потеря веса, субфебрильная температура, повышенная потливость, даже по ночам иногда ознобы. То есть доктор лечит этого пациента, а эффекта от лечения нет. И хотя вроде бы взял, и человек 4 или 3 месяца назад провел флюорографическое обследование, да? У него норма была, и доктора ничего не насторожило. А тут должно все-таки насторожить его. Если он лечил, и эффекта от лечения нет, будь добр, пожалуйста, сходи на консультацию к фтизиатру. При подозрении на наличие туберкулеза пациента направляют в туберкулезный диспансер, где проводят все необходимые обследования и при подтверждении диагноза назначают лечение. Лечение противотуберкулезными препаратами контролируемое. Контролируемое. То есть мы должны контролировать прием этих препаратов. Не так, как в общей лечебной сети. Дали препарат там на 7 дней, и человек лечится. Он должен или приходить к нам и в присутствии медицинской сестры принимать этот препарат, или там 2 препарата, 3 противотуберкулезных препарата. Доктор должен осматривать этого пациента, выявлять особенности течения заболевания и приема этого препарата, оценить побочные действия этого препарата, потому что некоторые противотуберкулезные препараты дают побочные действия, их надо вовремя контролировать и решать вопросы с этими непосредственно оценивать ситуацию и назначать человеку лечение, чтобы ликвидировать побочное действие этого препарата. У нас существуют препараты первого ряда, которыми мы лечим обыкновенный, так называемый, в кавычках, туберкулез. Но на сегодняшний день появляются новые штаммы, и они устойчивы к этим противотуберкулезным препаратам. Устойчивы. И поэтому приходится искать механизмы назначения препаратов другого ряда. Если человек по обыкновенному туберкулезу получает 4 препарата, то там он получает другие препараты, которые обладают более сильным побочным действием, очень дорогостоящие препараты. Один больной с множественной лекарственной устойчивостью может лечиться до 2-3 лет. И государство бесплатно выделяет на него финансирование, до 2 миллионов доходит. От 1,5 до 2 миллионов для государства обходится один пациент. У детей, так же как и у взрослых, довольно часто туберкулез никак не проявляется. У 95% случаев детей нет никаких симптомов. Только у 5% у детей может быть такие, как заболевания на слабость, недомогание, отсутствие аппетита, снижение потери веса, температура длительная, субфебрильная 37,2, 37,3. Таких детей необходимо направить на консультацию к врачу. Врач проводит необходимые дообследования. При необходимости назначает консультацию к фтизиатру. И фтизиатр дополнительно проводит свои методы обследования: рентген, диаскин-тест или же МАНТУ, и по показаниям проводим компьютерную томограмму. Основу профилактики туберкулеза среди всего населения составляют меры, направленные на повышение защитных сил организма. О специфической профилактике туберкулеза у нас это относится вакцинация БЦЖ. БЦЖ-М сейчас проводится в роддоме на 3-7 день жизни ребенка в родильном доме. Условия для проведения специфической профилактики вакцинации БЦЖ: предоставление флюорографического обследования окружения ребенка. Только после предоставления флюорографии мамы, папы, бабушки, дедушки мы можем вакцинировать ребенка от БЦЖ, от туберкулеза.
К специфической вакцинации также еще относится флюорографическое обследование, которое проводится с 15 лет ежегодно для выявления ранней формы туберкулеза у детей и подростков. Проводится ежегодно, начиная с 1 года жизни до 18 лет включительно. С 1 года мы проводим реакцию МАНТУ, до 7 лет включительно проводится реакция МАНТУ. С 8 лет до 17 включительно у нас проводится Диаскин-тест. По показаниям реакция МАНТУ и Диаскин-тест может быть проведена одновременно на разных руках. Реакция МАНТУ является ключевым методом обследования детей на туберкулез. Проводится путем подкожного введения туберкулина и наблюдения за ответом организма на вещество. Помимо специфической воспалительной реакции, которая является нормальной, у некоторых детей появляется аллергия на МАНТУ. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос по поводу туберкулеза у детей. Можно? Да, конечно. Задавайте свой вопрос. Я хотела бы уточнить. Вот у меня ребенок аллергик. Можно ли вот перед вот этой вакциной, или как она называется, Диаскин-тест, какой-то препарат применить, чтобы не было аллергической реакции? Я вот все-таки опасаюсь. Может быть, какие-то рекомендации есть? Да, есть рекомендации согласно 951 приказа перед постановкой реакции МАНТУ или же Диаскин-тест. Если ваш ребенок аллергичен, до постановки пробы МАНТУ или Диаскин-тест по показаниям за 5 дней до постановки пробы назначается супрастин. Пьем мы до постановки 5 дней и еще проводим реакцию МАНТУ или Диаскин-тест и еще 3 дня принимаем на ночь по одной таблетке супрастин. Все зависит индивидуально от возраста ребенка, от веса. Прямая линия длилась больше часа. Специалисты подробно и доходчиво ответили на все поступившие вопросы. В завершении мероприятия медики напомнили, что, соблюдая необходимые меры предосторожности, можно оградить себя от заражения.